Более 1000 сотрудников, 18 тысяч операций и почти 33 тысячи вылеченных пациентов. За 5 лет работы Северокавказский многопрофильный медицинский центр добился невероятных результатов. Сегодня он отмечает юбилей. Врачей поздравили коллеги, представители профильных организаций и руководство республики. Лучшим медикам вручили государственные награды. Заслуженными врачами Северной Осетии стали Чермен Баскаев, София Георгиади и Елена Хадарцева. Так получилось, что в юбилей справляем Международный день счастья. И чтобы у всех у вас были счастливые моменты, чем много благих вестей получали от своих близких друг от друга. Появился центр после теракта в Бесланской школе номер 1. Президент Владимир Путин дал указ построить крупный госпиталь, который фактически сможет обслуживать весь Северный Кавказ. Сейчас это с успехом делается. Помимо помощи стационарным больным, врачи лечат граждан Южной Осетии, а также пострадавших в терактах. Медцентр существует автономно. Здесь постоянно функционирует 1,5 десятка отделений, своя поликлиника и почти 3 сотни стационарных коек. Размещение пациентов в больнице сокращено до минимума. Они прибывают в центр уже готовыми к операции. Большинство жителей Северной Осетии, но часто обращаются и люди из соседних республик. Для больного все есть. Больной не должен думать о том, что вот мне это лекарство нужно, то это нужно. Лекарства у них есть. И еще если у тебя какие-то другие болезни, другой врач, чтобы мог смотреть, обязательно вызывает этого врача. Врач тебе смотрит, тоже назначает, кардиолог, там, терапевт. В общем, все здесь, все нормально. Здесь проводятся операции, которые не то что на Северном Кавказе, даже в России делают единицы. В частности, врачи начали проводить процедуры по реконструкции молочных желез. Всегда много пациентов в отделениях кардиологии, нейрохирургии и неврологии. Каждому оказывается вся необходимая помощь, в том числе и высокотехнологичная. Без оборудования нельзя, но главное не оборудование, главное люди, которые умеют и хотят на нем работать. У нас есть и оборудование, и люди. У нас много отделений с небольшим количеством коек. Мы работаем очень быстро, мы стараемся долго не задерживать больных, лечим их очень интенсивно. И вот эта многопрофильность позволяет проводить комплексное лечение. Это важно. Именно такие центры, об этом говорит Минздрав Российской Федерации, наиболее востребованные, наиболее актуальные. За 5 лет работы медцентр сумел заработать себе имя, но впереди еще немало работы. В нынешних экономических условиях развиваться сложно. В связи с переходом на одноканальное финансирование теперь деньги будут поступать только из фонда медицинского страхования, а это значит, что больница получит на 185 миллионов рублей меньше, чем в прошлом году. Это не значит, что работать будут хуже, заверяют врачи. Современная медицинская помощь, сложнейшие операции и обязательное внимание к пациентам здесь будут всегда. Яна Гайгиева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.